эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. И в начале выпуска об основных темах. Замерзающий дом ветеранов. Почему в Якутске люди вынуждены носить унты в квартирах? Узнаем подробности. 25 педагогов боролись за звание лучшего учителя Якутска. Кто покорил жюри своим мастерством? Каково это быть водителем автобуса? В Якутске прошел профориентационный тур по Япаку, организованному Центром занятости. В съезд оленеводов в Якутск прибыли участники, включая самых необычных 14 северных оленей. Настольный теннис в Якутии набирает обороты. В столице республики стартовал турнир «Будущее России», который открывает новые возможности для юных спортсменов. Дальний Восток строит жилье в инфраструктуру с помощью бюджетных кредитов. С 2022 года введено 350 тысяч квадратных метров жилья, создано 4 тысячи рабочих мест и привлечено более 107 миллиардов рублей инвестиций. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что мастер-планы городов ДФО, разрабатываемые по поручению президента России, направлены на повышение качества жизни, развитие экономики и создание рабочих мест. Программы позволяют регионам строить и ремонтировать социальные объекты, дороги, инженерные сети, обновлять транспорт и благоустраивать города. Отмечу, что в ДФО средствами бюджетных кредитов поддержано 277 проектов. В России с 25 февраля изменен порядок внесения данных о границах недвижимости в ЕГРН. Теперь информация передается исключительно через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это касается границ, территориальных зон, населенных пунктов, сервитутов, зон с особыми условиями использования территории и других объектов. Документы, подписанные до 25 февраля и поданные позже, будут рассмотрены по старому порядку. В отдельных случаях, когда не определен компетентный орган, документы можно подать на электронных носителях в Роскадастр. Завершилась стратегическая сессия по цифровой трансформации Якутии. Участники сессии объединились в работе над проектами, которые охватили разные сферы жизни. От сельского хозяйства до медицины. Создание проектов курировали зампреды правительства Якутии. В заключительный день участники представили результаты работы перед Кириллом Бычковым и экспертами Сбербанка. За короткий срок были просчитаны эффекты, поставлены проблемы, четко обрисованы задачи и посчитаны эффекты. И поскольку это проекты в цифровизации, то, конечно, здесь большое внимание уделялось и механике процесса. Каким образом, на какой платформе, как это будет интегрироваться, как это будет сочетаться, как будет наполняться база данных и каким образом калькулируется результат. То есть на самом деле это очень практическая сессия. В редакцию нашего телеканала поступил крик о помощи. Вот уже несколько лет живущие в ветеранском доме на 202 микрорайоне вынуждены ходить дома в унтах и теплых куртках ввиду недостаточного теплоснабжения. Ситуация обострилась, когда пришли счета за отопление. Продолжит тему Надежда Саханская. Этот дом в 202 микрорайоне построили в 1995 году в честь 50-летия Великой Победы. Тогда квартиры в нем получили участники Великой Отечественной войны. С ходом времени в квартирах поселились дети и внуки ветеранов, которые сегодня сами находятся в преклонном возрасте. По очереди, да, там вы помаленьку всех, помаленьку всех. Я сейчас на настоящее время не одна. Супруги Эверстовы вынуждены замерзать в собственной квартире. От постоянного переохлаждения люди преклонного возраста тратят все свои средства на лекарства. Этой зимой на фоне постоянного стресса Рима Васильевна попала в Национальный центр медицины и почти перестала ходить. Все это увидев, приезжая с дачи, я очень расстроилась. И у меня ноги отказали, и поясница, и вообще стала болеть. И меня увезли на скорой. С холодом зимой боролись. На постоянной основе была включена тепловая пушка, которая, несмотря на круглосуточную работу, никак не может обогреть пятикомнатное помещение. Счета за электричество пришли чудовищные, но это еще полбеды. Жильцам дома произвели перерасчет за теплоэнергию, и теперь многие должны отдать по 15, а то и 20 тысяч рублей кровно заработанных. Так ветеран труда Иван Иванович Кононов, получив квитки, отдал все до последней копейки. Я думал, поехал там с карточками и думаю, мне все хватит, там 17 тысяч было. А они требуют 22 тысячи.
у меня на карте этих денег, ну, на этой карте не было. И он не хватило, поэтому пришлось мне платить с двух карт. Один 15 тысяч заплатил, другой потом 7647 7 рублей 89 копеек. Вот так. Тем не менее, известно, почему пришли такие начисления. В одном из подъездов дома управляющая компания установила теплоэнергосчетчик, который не прошел поверку. Поэтому жильцы дома теперь вынуждены платить по нормативу. А вот за этой клеткой находится тот самый пресловутый прибор, который ведет как раз-таки счет и пересчет теплоэнергии. Жильцы доступа к нему не имеют, потому что ключ от вот этого замка лежит у управляющей компании. Счетчик не поверен, и где найти правду, жильцы этого дома до сих пор не знают. Вот так некогда уважаемые ветераны труда и тыла оказались беззащитны в трудной ситуации. Нечего тут и говорить о доступной среде для маломобильных граждан. Такая ситуация. У нас течет все это. Они буквально вот... Еще одна проблема – канализация. Жильцы признаются, что первые 15 лет эксплуатации дома все было в порядке. Теперь же картина иная. Слив периодически замерзает, и все сточные воды вытекают прямо на проезжую часть перед домом, в котором насчитывается 100 квартир. Проект, может, неправильно сделан или как-то... Вот последний месяц не бывает, чтобы такого, чтобы она все... Как-то все равно... Каждый они приезжают, раз, намотает, вытащит и уезжает. Через 2 дня снова. Так что проблема остается на поверхности. Благо, жильцы не собираются молчать и сидеть сложа руки, а продолжат ходить в инстанции и посылать свои обращения. Мы, в свою очередь, продолжим следить за развитием событий. Печально, что, несмотря на все заслуги перед Отечеством, ветераны по-прежнему остаются самой беззащитной категорией граждан. Надежда Саханская, Виктор Дичковский, Якутск. Для желающих попробовать себя в профессии водителя автобуса территориальный центр занятости населения проводит профориентационный тур по ЯПАК. Об изнанке пассажирских перевозок узнавала моя коллега Эржин Гармаева. Ежедневно автобусы Якутска перевозят несколько десятков тысяч человек. При этом кадровый дефицит в пассажирских перевозках – острая и давняя проблема. Для привлечения новых водителей на вакантные места по территории МУП ЯПАК проходят профориентационные туры. Сейчас водителей вообще не хватает везде, мне кажется, в каждом регионе идет набор. Поэтому мы ежедневно проводим работу по привлечению водителей. И вот этот профтур на самом деле зарекомендовал себя очень хорошо, когда уже 4-й профтур, где водители, будущие потенциальные водители могут ознакомиться вообще с этой работой, с работой водителя автобуса. Участниками этого профтура стали студенты профильного направления и соискатели, стоящие на учете в территориальном центре занятости. Им показали автопарк и ремонтный цех, а также рассказали о преимуществах работы водителя. Большая часть транспорта ЯПАКа – новые и современные автобусы. Желающих стать водителями, но не имеющих прав категории «Д» обучат бесплатно. Зарплата очень даже хорошая, и это подтвердили, когда нас экскурсию вели. И у них транспорт хороший, автобусы, они новые поколения. Старых очень даже мало остались, даже по дороге видно. Они теплые, удобные, просторные. И для водителей тоже удобство очень даже хорошее. Ну, думаю, устроить сюда. Иногородним гражданам, пожелавшим стать водителями в Якутске, на первые полгода работы предоставляется общежитие на безвозмездной основе. Эржена Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Управление Роспотребнадзора по республике информирует, что по данным оперативного мониторинга в целом по республике зарегистрировано 7943 случая острых респираторных вирусных инфекций, что ниже показателя предыдущей недели на 10%. По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок отмечается циркуляция вирусов гриппозной и негриппозной этиологии, а также коронавирусов, вызывающих COVID-19. Вводятся ограничительные мероприятия, частично закрыты 53 класса в 17 школах и 26 групп в 17 детских садах. Суммарно тех положительных находок на вирусы гриппа приходится 68% с преобладанием вирусов гриппа А.
На вирусу-негриппозной этиологии приходится 28%, на коронавирусу 3%. В зависимости от уровня заболеваемости ОРВИ, когда отсутствует более 20% детей в группах или классах в детских образовательных учреждениях, то тогда вводятся точечные карантины. Как лечат Альцгеймера в Китае, как ставят на ноги после инсульта и как технологии помогут обрести потерянные конечности. Эти вопросы обсудят в ходе 3-й Всероссийской конференции «Нейронаука для практической медицины». Мероприятие стартовало 14 марта на базе Национального центра медицины в Якутске. Тему продолжит Саргалан Неустроева. Уже 3-й год конференция «Нейронаука для практической медицины» собирает ведущих специалистов здравоохранения России и не только. В этом году с докладами выступят эксперты из Казахстана, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов. Все для того, чтобы объединить знания и опыт в борьбе с общим врагом – заболеваниями головного мозга. Сегодня мы получили такие результаты, которые есть. Это снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения и в целом от сердечно-сосудистой патологии. Конечно, мы сегодня с коллегами как раз поделимся всем, что внедрено у нас в республике. Всего за 2 дня конференции врачи выслушают порядка 70 докладов. Такая расширенная программа позволит специалистам рассмотреть патологии, связанные с нарушениями функции мозга, со всех сторон. Но, пожалуй, выступление одного эксперта сообщество ожидает больше всех. Это член-корреспондент Российской академии наук Всеволод Белоусов. Он расскажет о том, как нейротехнологии меняют медицину. Спектр нейротехнологий широк. Это и молекулярные технологии, и клеточные, это и широкий спектр реабилитационных технологий, таких как виртуальная дополненная реальность, электростимуляция, магнитная стимуляция, соответственно, различные когнитивные методики, биологическая обратная связь. Последнее, к слову, еще несколько лет назад казалось обывателю элементом научной фантастики. Речь идет о бионических протезах, способных посылать сигналы в мозг и получать от него обратную связь. Работа центра посвящена созданию протезов с биологической обратной связью, когда пациент не просто может бионическим протезом совершать какие-то движения, захватывать объекты, перемещать и так далее, но еще и получать сенсорную информацию от протеза, то есть чувствовать, ощущать этот протез как свою собственную руку. Да? И только представьте, вполне возможно, что именно Якутия окажется среди первых регионов страны, куда эти протезы будут поступать. По словам Белоусова, сегодня Центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России работает в плотной связке с нашим регионом. Как минимум, республика уже является первым партнером Центра по реализации нацпроектов здравоохранения. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В столице республики выявили лучшего учителя 2025 года. В Дворце детства имени Авдеевой подвели итоги городского профессионального конкурса среди учителей школ столицы. Подробнее о награждении лауреатов в сюжете Тимура Колмогорова. 25 учителей по разным направлениям обучения из 23 различных школ стали участниками профконкурса. На протяжении 4 дней они демонстрировали свои педагогические навыки и умения в различных испытаниях. Как отмечают сами конкурсанты, участие в конкурсе позволило им увидеть себя с новой стороны и повысило их уверенность в своих силах. Участие я вообще, учитель года, со стороны смотря, воспринимал всегда как соревнование, потому что есть участники, есть победитель. И для меня это казалось будто соревнованием. Но на деле, вот на личном опыте, мне больше кажется теперь, что это работа над собой, самоанализ, рефлексия постоянная, и ты очень сильно растешь как именно профессионал своего дела. Профессиональный конкурс также создает новые знакомства и связи между коллегами, позволяя им делиться передовыми методиками обучения. После конкурсных мероприятий наши конкурсанты не расходятся. У нас есть ассоциация учителей года города Якутска, где мы проводим разные образовательные стажировки, мастер-классы для всех желающих молодых педагогов, опытных педагогов. Потому что вот именно не только ради конкурса наши участники принимают участие, а ради того, чтобы у них был такой диалог среди своих коллег.
Всего на закрытии были определены победители по 15 различным номинациям. Абсолютным же победителем и обладателем звания «Учитель года 2025» стал Михаил Самсонов, учитель английского языка гимназии «Центр глобального образования». Тимур Колмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск. Расширение знаний учащихся о способах выбора и помощь в выборе будущей профессии – одна из задач библиотек, работающих с юношеской аудиторией. Сегодня в Нерюнгридской городской библиотеке было организовано профориентационное мероприятие. На нем побывали и наши коллеги. Выбор профессии – одно из важнейших решений, принимаемых в жизни. Ведь каждый хочет, чтобы работа соответствовала его интересам, возможностям и приносила радость и деньги. Помогали определиться с выбором и рассказывали о нюансах своей работы сегодня сотрудники МЧС, ГИМС, ГИБДД, медколледжа и средств массовой информации. Дети, что в том возрасте, что в другом, они сталкиваются с этим, путь выбирают в этом возрасте. И мы в основном ориентируемся на учреждения, на образовательные, они нам дают согласие. В основном 11-классники, они в это время все заняты подготовками к ЕГЭ и так далее. И они говорят, давайте 9-классников. Я говорю, давайте. Чтобы подросток правильно сориентировался в определении жизненного пути, ему необходима помощь. Помощь родителей, учителей и, конечно, библиотеки, как основной сокровищницы знаний. Поэтому профориентационные встречи здесь проходят на регулярной основе. Как для 9-классников, так и для 11-классников. Не первый раз уже в ЮИТК ходили. Очень нравится то, что узнаешь много интересного, да, еще и уроки пропустить можно, ну, вообще, идеально. Я собираюсь сейчас поступать на автомеханика, на автослесаря. Часто к нам приходят, мы сами ходим. Вот к нам недавно приходили, из МЧС рассказывали много интересного. Потом нас записали в профориентация Колмар, рассказывали про разные профессии. Определился уже относительно давно. Нейрохирургия или биоинженерия. Школьники снова пополнили определенный багаж знаний. Кто-то уже определился с выбором, а кто-то еще размышляет по поводу определения своей будущей профессии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Постоянное представительство Якутии в Благовещенске начал свою активную работу в апреле прошлого года, сосредоточив усилия на нескольких ключевых направлениях: сотрудничество с Китаем, помощь военнослужащим Якутии и поддержка студентов. Подробнее в материале Лианы Михайловой. Спецство в Благовещенске взаимодействует с воинскими частями не только в Амурской области, но и с другими регионами Дальнего Востока. Также здесь реализуются проекты в сфере сельского хозяйства, инвестиций, транспортно-логистические проекты совместно с правительством области Китайской Народной Республикой. Кроме того, важным аспектом работы является продвижение якутской культуры и взаимодействие с местным якутским землячеством. Ассоциация молодежи из Республики Саха-Якутия «Каталык» называется. Оно действует достаточно давно, успешно. Ребята участвуют во всех городских, в областных мероприятиях, которые проводят на уровне мэрии, управление молодежи проводят вузы, участвуют в межнациональных культурных мероприятиях. Амурская область выступает в качестве транзитного региона для Якутии, что открывает новые возможности для совместных проектов и укрепляет многолетнюю дружбу между соседними регионами. Основными направлениями соглашения остаются перевозки, логистика и развитие межрегионального туризма. У нас из больших планов это создание международного нового транспортного коридора Джалинда-Мохэ. Это большой проект, который непосредственно географически очень сильно давлеет именно к Республике Саха-Якутия, к возможности организации вывоза месторождений, продукции с месторождений южной части Якутии. На первом этапе мы работаем в этом направлении. У нас есть план по созданию в Благовещенске международного многофункционального общественного центра, который будет географически находиться возле канатной дороги недалеко, и он станет как раз витриной для российских, в том числе амурских и якутских товаров. И вот история сделана в России, сделана в Амурской области, сделана в Якутии, она будет как раз связана с этой площадкой очень сильно. В настоящее время в Благовещенске обучаются около 700 студентов из Якутии, 60% из которых учатся в Амурской государственной медицинской академии. Популярны также направления востоковедения и изучения китайского языка. Местное землячество активно проводит разнообразные мероприятия, такие как посвящение в первокурсники, подведение итогов года и культурные фестивали.
Первым делом мы позвали людей, пришло очень много ребят, и это еще больше сплотило нас. Само мероприятие прошло очень хорошо. Мы катались, веселились, катались на сноубордах, на тюбингах и разговаривали, играли в различные игры. Всем все очень понравилось. В конце все были очень рады и счастливы. Таким образом идет работа постоянного представительства Республики Саха-Якутия в Благовещенске совместно с правительством области и местным землячеством. Лиана Михайлова, Владивосток. Якутск готовится принять 4-й съезд оленеводов республики. С 18 по 20 марта ожидается около 250 делегатов из 19 районов республики, а также гости из других регионов России, Китая и Монголии. На пленарном заседании участники обсудят сохранение традиционного образа жизни оленеводов, привлечение молодежи в отрасль и другие актуальные вопросы. В рамках съезда пройдут выставки фотографий и детских рисунков, показы традиционной одежды, ярмарка народных промыслов и концерт. Кульминацией съезда станут региональные игры оленеводов, которые состоятся 20 марта на озере Сайсары. Так 14 олени уже сегодня приземлились в аэропорту Якутска. Необычных пассажиров, а также 10 делегатов из Авино-Батантайского улуса доставил рейс полярных авиалиний. Отмечу, участникам-мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров, женщинам 2,5 километра. Кроме того, состоится комбинированная эстафета, в которой примут участие 3 команды из Авино-Батантайского улуса. В Якутске прошло общее собрание Федерации многоборья ГТО. Под руководством вице-премьера Анатолия Семенова участники обсудили итоги прошлого года, достижения и планы на будущее. Семенов отметил успехи республики в соревнованиях прошлого года и обозначил 2025 год как новый этап развития ГТО в Якутии. В ходе собрания также были затронуты вопросы развития спортивной инфраструктуры, организации сдачи нормативов ГТО и подготовки спортсменов к соревнованиям. Министр спорта Якутии Леонид Спиридонов встретился с победителем первенства Европы по вольной борьбе Львом Павловым. На встрече также принял участие тренер перспективного спортсмена Николай Данилов и директор училища Олимпийского резерва Семен Чурдонов. В ходе беседы министр дал советы из личного спортивного опыта, напутственные слова как спортсмену, так и тренеру, а также пожелал успеха в дальнейшей карьере. Помимо этого борцу вручили денежный сертификат, благодарственные письма и памятные подарки. Я сейчас готовлюсь на чемпионат России среди взрослых, где в Москве будет. Леонид Николаевич передал слова, которые мне нужнее было. И я благодарен ему. И первый тренеру хочу сказать спасибо. Конечно, победы радуют, но каждая победа – это, по моему мнению, это ответственность большая предстоящим стартом. Каждый, у которых он выиграл, они уже серьезнее будут настраиваться, уже готовиться. И мы также должны не сбавлять темп, тренироваться 2 раза больше, чем они. В столице республики впервые стартовал турнир по настольному теннису «Будущее России» среди юных спортсменов. В спортивном комплексе «Стер» состоялась квалификационная часть соревнований. Подробнее в сюжете Даяны Федоровой. 150 участников из 11 районов, в том числе из далекого Оленька, вступили в схватку за победу. Спортсмены показывают не только скорость и ловкость, но и выполняют подачи и сложные комбинации. Я занимаюсь где-то 4 года, и мне больше всего нравится, когда ты очень хорошо играешь и как там накатом, подрезки. Это очень круто выглядит. Тут очень сильные игроки. Ну, хотелось бы хотя бы с кем-то повеселиться и подружиться. Среди участников как начинающие, так и опытные. На спортивном поприще команда Нерюнгринского района делает большие успехи. Сейчас себя показываю на турнире хорошо. Еще не проиграла ни одной игры. Иду на 1-е место. Готовились долго. Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта, в которую играют во всех уголках Якутии. Благодаря его доступности и простоте в ней нет возрастных ограничений. Побеждаю, но иногда проигрываю. Мне нравится теннис, потому что там можно бегать,
можно играть по столу. Турнир оценивают опытные и профессиональные судьи. В квалификационной части спортсмены сыграли в группах. Сильнейшие прошли в финал, где будут играть в олимпийскую сетку, который предполагает участие игроков до 2 поражений. Мы работаем по рейтинг-листу Республики Саха-Якутия. Первые номера этого рейтинг-листа достаточно сильные. 6 подгрупп в квалификации. Первые 6 номеров практически всегда выходят первыми из групп. Поэтому пока неожиданностей не было. В рамках турнира будут выявлены лучшие среди мальчиков и девочек. Финальные игры пройдут в эти выходные. Данный турнир должен пройти как отбор к играм «Дети Азии», наших детей, да, которые будут в будущем. Ну и в июне мы еще одно такое подобное мероприятие под флагом Федерации настольного тенниса России проведем еще такой турнир. В последние годы настольный теннис набирает популярность. В Якутии им занимаются более 8 тысяч человек. По зрелищности этот вид спорта не уступает даже футболу. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.